Трудные были эти годы, что и говорить. Но разве идут они в сравнение с тем, что ожидало ее народ в страшном феврале 44-го? Как сейчас она помнит недоброе хмурое утро, когда всех мужчин села, а были в основном подростки, старики да покалеченные фронтовики, солдаты гнали на площадь возле мечети. Маржан тогда случайно оказалась неподалеку. Ее, да еще нескольких женщин, спешивших мимо на работу, заодно с мужчинами завернули на площадь. И теперь уже отсюда никого не выпускали. Вокруг стояла вооруженная охрана. Маржан стала не по себе, когда она заметила 2 нацеленных на толпу пулемета. Маржан в тревоге озиралась вокруг. На лицах мужчин она видела растерянность, смятение. Люди не могли понять, для чего их здесь собрали и что случилось. Кто-то предположил, что прорвались немцы и всех отсюда эвакуируют в горы. Кто-то шепотом сообщил, что нет, наоборот. Слышал про какое-то выселение горцев на пустые земли. Но зачем? Почему? Никто ничего не знал. А люди все прибывали и прибывали на площадь. Судя по тому, как грубо обращались с ними офицеры и солдаты, все чувствовали, что дело не шуточное. Как порыв леденящего ветра по толпе пронесся слух, что всех ингушей и чеченцев силком погрузят в поезда, увезут куда-то далеко и утопят в море. Наконец-то томительное ожидание закончилось. Из круга военных, а их здесь было очень много, вышел сухой, обветренный офицер и громко, чтобы слышали все, начал говорить. Но говорил он на русском языке, и многие его не понимали. Позвали переводчиком председателя сельсовета. Маржан теперь смутно помнила, что там говорилось. Но главное, она поняла хорошо и сразу. С этого дня и часа все до единого, ингуши и чеченцы, объявляются врагами народа и ссылаются в далекую, пустую степь. Офицер скривил губы, назвал их изменниками и предателями. Среди собравшихся поднялся ропот. Кто-то крикнул: «Это злой навет! Злые козни! Советская власть не допустит, чтобы нас оскорбляли!» И возмущенные люди двинулись на солдат. Тогда офицер выкрикнул что-то резкое и выхватил пистолет. Солдаты вскинули ружья. Оглушительно затарахтел пулемет. Стрелял он, правда, над головами. Пули, осыпая штукатурку, глухо ударили по минарету. Люди сразу остановились, затихли. Офицер дал новую команду. Солдаты кинулись в толпу и стали обыскивать всех подряд. Отобрали 1-2 ножей и несколько кинжалов. А затем под охраной погнали людей по домам. На сборы дали 20 минут. Маржан вбежала в дом, выхватила из постели сонного сынишку, торопливо начала натягивать на него одежду потеплее. Аслан капризничал, вырывался из рук, плакал. Маржан толком не могла объяснить оторопевшей Лизе, что происходит. Но Лиза, умница, не вникая в подробности, тут же собрала, какие нашлись съестные припасы. А было их по мешочку кукурузной муки и фасоли, немного крупы, 2 чурека и соль. Больше взять ничего не смогли. Солдаты, не слушая уговоров, нетерпеливо подгоняли их. Ни дать домашней птице и скотине корм, ни даже запереть дверь не позволили. На улице уже толпились перепуганные соседи с плачущей детворой. Подталкиваемые солдатами, они влезали в кузова грузовиков, кричали, плакали, пытались что-то объяснить. Наполненные машины отъезжали, на их место прибывали новые. И вот так, без еды, без вещей, с малыми детьми на руках, все, и немощные старики, и увеченные фронтовики, и беременные женщины, коммунисты и беспартийные, колхозники и неколхозники, все без разбору, на арбах и грузовиках были свезены на железнодорожную станцию и погружены в эшелоны. Люди сопротивлялись, не хотели лезть в грязные холодные вагоны, предназначенные для перевозки скота, ругались, упирались, их заталкивали силком, рыдания, отчаянные крики, стоны. А потом была дорога. Ох, какая это была дорога. Вагоны насквозь продувались ледяным февральским ветром. Люди сбивались в кучи, грея друг друга. Кутали как могли детей. Ребятишки, не переставая, плакали. Просили есть, пить, а матери, обливаясь слезами, могли только теснее прижимать их к себе. Кое-кто, как Маржан и Лиза,
Успели перед выселением перехватить с собой только съестное. Но оказались и такие, которых изгнали из родных домов, в чем были, только с детьми на руках. На станциях никого не выпускали, везли как скотину. Сколько же людей умерло тогда в пути. Каждый раз, когда останавливался поезд, по вагонам ходили солдаты, вытаскивая умерших. Хоронить не разрешали. Поезд уходил, а трупы так и оставались лежать прямо на насыпи. Поэтому люди прятали своих покойников, надеясь довести их с собой, не зная куда, лишь бы похоронить по-человечески в землю. 3 недели длилась страшная дорога, а выгрузили их у небольшого казахского аула, и стало еще страшнее. Неоглядная пустая степь, вьюга, мороз, жить негде, селись куда хочешь. Кто в заброшенной конюшне прятался от ветров и стужи, кто в саманных сараях, а чаще в землянках, вырытых собственными руками. Казахи приняли спецпереселенцев настороженно, в дома не пускали, на работу не брали, оскорбляли и унижали. Потом уже стало известно, что их тоже собирали в группы по аулам и объявляли: «К вам везут бандитов и головорезов, предателей и изменников. Короче, врагов народа. У них есть оружие, пистолеты, обрезы, кинжалы. Будьте осторожны, не помогайте им ни в чем». Ясно, что после таких наставлений многим не хотелось не только помогать, но даже и разговаривать с переселенцами. Позже и казахи, и русские поняли, что перед ними никакие не бандиты, а самые обычные люди. Труженики, только больные, оголодавшие и обездоленные. Стали жалеть их и помогать понемногу. Но это было потом, а поначалу приходилось туго. Маржан очень повезло. Ее сразу взяла к себе в дом молодая одинокая казашка. Добрая была, жалостливая. Ее муж воевал на фронте. Сама же Кулаш работала в ближайшем колхозе. В доме было 2 комнатушки с низкими потолками и глиняными полами. В одну из них Кулаш пустила Маржан с детьми. От холода они были спасены, но голод подступал неумолимо. Некоторым переселенцам, кому солдаты, пожалев их, все-таки разрешили взять с собой ценные вещи, удавалось что-то продать и что-то купить, но у Маржан не было ни денег, ни вещей на продажу. А то, что успела Лиза перехватить при выселении, съели еще по дороге. Лиза, простывшая в ледяном вагоне, лежала с высокой температурой. 3-летний Аслан от слабости еле ходил. Маржан в сумерках долбила промерзшую землю на колхозном поле, искала оставшиеся невыкопанными с осени картофелины. Когда ничего не удавалось найти, она, смущаясь тоскливо, просила поддержки у хозяйки. Кулаш и сама жила впроголодь, но всегда делилась, чем могла. Весной она обещала помочь устроиться Маржан на работу в колхоз. И все бы ничего, любая беда не так страшна, когда рядом есть добрый, отзывчивый человек. Но вскоре Кулаш принесли похоронку. Бедняжка убивалась несколько дней, царапала лицо, рвала на голове волосы. Из соседнего аула за ней приехали родители и забрали к себе. Маржан осталась одна и поняла, что это конец. Лиза уже не вставала с постели. Казалось, нежно-розовая кожа ее просвечивает, и синеватые жилки на висках и на шее бьются так лихорадочно, словно молят о пощаде. Аслан тоже забирался под одеяло и целыми днями лежал, свернувшись калачиком. «Нани!» — иногда тихонько плакал сын, и Маржан казалось, что похож он на рыбку, выброшенную на берег. «Нани! Я есть хочу! Нани! Дай мне хоть немножечко чего-нибудь!» Губы Маржан каменно смыкались, чтобы отчаянный крик не вырвался наружу. А Лиза тогда отворачивалась к стене и смотрела на заветное колечко Алихана. «Нани!» Решившись, еле слышно позвала она. «Нани! Что, моя девочка? Вот, возьми». Лиза протянула золотое кольцо. «Продай его и накорми Аслана». Кольцо выпало из задрожавшей руки Маржан и, подпрыгивая по полу, покатилось к двери. Маржан метнулась, поймала его и крепко зажала в ладони. «Девочка моя, прости меня». Горячая слеза упала на истаявшую прозрачную руку Лизы. Рано утром, пока было совсем темно, Маржан отправилась в город на базар. Идти предстояло далеко, не меньше 15 километров, но ни дальняя дорога, ни темнота не заставляли сердце тревожно биться. Она боялась встретить коменданта. Нельзя было без особого разрешения коменданта покидать аул, в котором проживала. Наказание суровое. Ей могли дать 10, 15, а то и 20 лет тюрьмы. Но другого выхода у Маржан не было. Она бродила по базару, стараясь ничем не привлекать к себе внимания. Надеялась выгодно обменять золотое кольцо, но хлеб стоил слишком дорого.
Наконец, после долгой торговли, она отдала Лизе на колечко всего за полпуда пшеницы вперемешку с ячменем. Вышла за город. От драгоценной ноши было тепло и радостно. Шла и думала, как доберется домой, и тут же примется молоть зерно на ручной мельнице кулаш, как замесит тесто и испечет хлеб, как маленькими кусочками будет отламывать от горячего чурека и класть в рот по очереди Лизе и Аслану. Еще она думала, как станет беречь каждое зернышко, как понемногу будет расходовать муку, чтобы протянуть до весны, до тепла, до первой зелени. Тогда спасение. Тогда не страшно. Уж она-то знает все съедобные травы и корешки, и в колхозе начнутся полевые работы, понадобятся рабочие руки. Скрип полозьев за спиной прервал ее мысли и заставил поспешно отступить на обочину. В санях сидел крепкий мужчина средних лет с широким красным лицом и маленькими глазками. Одет он был тепло, в новую овчинную шубу и такую же шапку-ушанку, надвинутую на самые брови. Сердце Маржан испуганно ёкнуло. Этот широколицый подходил к ней на базаре, присматривался к кольцу. Крутился он возле, и когда Маржан обменивала колечко на зерно. «Пррррр!» — приостановил мужчина коня. «Эй, баба, иди, садись в сани, подвезу». «Нет-нет, спасибо, я пешком», — торопливо возразила Маржан. «Всё равно мне вон у тех полей налево сворачивать». «Ну давай хоть до тех полей довезу», — предложил широколицый. «Устала ведь? Садись, говорят». Как отказываться, когда настойчиво предлагают помочь? Выходит, человек не с добром, а она к нему с подозрением? Нет, так не годится. Маржан сняла мешок с плеча, положила в сани, и тут произошло неожиданное. Мужчина резко вывернулся, ногой придавил мешок и изо всех сил огрел коня плеткой. Конь рванулся, сани покатились, а Маржан, крепко вцепившись в мешок, спотыкаясь и скользя, побежала за ним. Мужчина одной рукой подгонял коня, а другой настойчиво тянул мешок к себе. Но Маржан не разжимала пальцев и не отставала от саней. «На помощь! Помогите! Помогите!» – отчаянно кричала она. «Отпусти мешок, дура!» «Не отпущу! У меня дети умирают! Отдай!» Задыхаясь от непосильного бега, молила Маржан. «Отпусти, дура, хуже будет!» Рукоятью плетки он принялся бить Маржан по голове и по рукам. Под яростными ударами Маржан упала. Теперь сани волоком тащили ее по снегу. Но не было на свете силы, которая заставила бы ее отпустить мешок. «Если ты человек, если у тебя есть Бог, оставь меня!» — хрипела она. Мешок развязался, и на дорогу посыпалось зерно. Увидев это, Маржан закричала еще сильнее. Тогда грабитель, бросив плетку на дно саней, пошарил у себя под шубой и вытащил большой широкий нож. «О Аллах, помоги и спаси!» Сердце Маржан сжалось в предсмертной тоске в ожидании последнего удара. Но почему-то грабитель вдруг ногой спихнул мешок с саней и, понукая и нахлёстывая коня, понёсся во весь опор. Только когда рядом заскрипели тормоза и из кабины грузовика вышли двое, Маржан поняла, что ее спасло. Она лежала на дороге, мертвой хваткой вцепившись в мешок, и не могла ни встать, ни даже шевельнуться. «Кто это был?» – участливо спросил один из спасителей, помогая подняться. «Не знаю. Может, догнать его?» «Не знаю». Маржан подтянула к себе полупустой мешок. «Спасибо. Если бы не вы, он убил бы меня. Садитесь в кабину. Куда вас отвезти?» «Нет», – затрясла головой Маржан. «Зерно вот просыпалось, мне надо собрать». Она принялась выбирать из снега зернышки пшеницы и ячменя. И снег вспыхивал и олел под ее негнущимися, окровавленными пальцами. Машина уехала. Плача, Маржан до самой темноты ползала на коленях по снежной дороге. До своего аула она добралась поздней ночью. В окнах соседей кое-где горел свет, но в ее доме было темно. «Вы спите?» – громко спросила Маржан от порога. «Я не сплю», – всхлипывая, откликнулся Аслан. «Лиза со мной не разговаривает, отвернулась к стене и сердится». Маржан зажгла лампу и наклонилась к дочери. Лиза была мертва.